Так, антибукс выключаем. Забралась. Тоже берем разгончик. Забрался. Все это была переправа ледовая через реку Алдан. Что тут, километров, наверное, 35, и будет уже населенный пункт Хандега. Заезжаем в Хандегу. Сейчас буду звонить по поводу первой разгрузки в Хандеге. Немного сбросить надо и поедем дальше. Еще не факт, что сегодня разгрузят меня. Миша, сейчас я позвоню по поводу разгрузки. Окей. Так, дозвонился. Мне сказали подъезжать. Сегодня разгрузят. Это радует. Хоть и время уже 23 минуты 7 вечера. Нефтебаза. Тут вот магазин, закупаться продуктами. Оазис. Потому что дальше там вот здесь еще можно остановиться, закупиться, а дальше там все, останавливаться нигде нельзя будет. Так, мне объяснили, что где-то главная дорога туда уходит. Вот светофор, разгружаться. Оба. Хандеги разгрузились.
Сейчас едем искать Мишу. Миша где-то нас должен ждать. Был я в ней в минус 60 градусов на этой Вольве. В том году попадал 60 градусов минус. Ожидал худшего, честно говоря. Показала она себя неплохо. Единственное, тормозные шланги все полопались. Все сломались, как стекло. Приходилось вставать, и топливный шланг в обвертке матерчатой вот менял. Вот у нас. Миша, а что ты так встал? С той стороны заезжать, да? Смотри сам, это я просто поворот проебал. Бывает, так что. Ты уже приготовил что-то или нет еще? Я еще пока только кофе. Ну, надо что-нибудь скушать. Я уже, честно говоря, голодный. Давай картошечку сейчас с мяском. Прижмемся. Хотя бы маленький могли приезжать. Все. Опаньки, проезд есть, все довольны. Да даже большая проедет легко. Так, 1 марта. Отъехали от Якутска 406 километров. Время 7:25. Позавтракали. Начинаем трогаться. Температура минус 32, минус 34. Так скачет. Проснулись в Хандаге, вчера разгрузились и не поехали дальше. Решили поужинать и лечь спать, чтобы сегодня пораньше.
После ночевки на холоде раскатываться потихоньку надо, трогаться не спеша. Сейчас еще не сильно морозно, вот минус 55, 50, 45. Потихонечку. Сильные холода бывает, колеса ломаются. Сильно сразу поедешь, она может даже и не сломаться, а паутинкой пойти внутри. Камерную часть колеса внутри паутинкой ломается, и все, и начинает спускать. Латку хоть ставь, бесполезно, она вся в паутине. Следующий у нас населенный пункт Теплый. Там тоже магазины есть продуктовые. Справа один слева. И кафешка на въезде. Заправочка. И все. И дальше у нас заправка только на Кубе. Кубума. Теплый ключ 68, до Кубуме 320. До Кубуме на Кубе у нас еще дозаправочка будет. Дозаправочку сделаем и все. И на обратном пути только либо в Уснере, либо до Кубы тянуть. Если, конечно, в Магадан не поедем. А то Самсукчана, возможно, еще и Магадан. Все, тут никаких ни подъемов, ни спусков, тут вообще от Хандыги до Теплого ключа, прямая от Теплого ключа до Сотового, да, до Сотового, где идет до перекрестка, там стоянка большая, и пошла дорога на Батагай, Тополиный, а мы поедем прямо в Магадан. Населенный пункт Теплый ключ. Даже рамка платоновская висит. Все включено. Здесь есть аэропорт. Кафешечка. Вот магазинчик продуктовый, тут маркет там, но сигареты там не продают.
И на выезде. Вот магазинчик. Здесь, по-моему, продают сигареты. От Хандеги 70 километров проехали. Там вот горы уже видно за лесом, Верхоянский хребет. Скоро будем заходить на него через 30 с копейками километров. Котельная. Сюда я привозил как-то трубы в году, наверное, 2013 или 2014. Крайней дорогой уже в апреле по воде возвращался. Если отсюда видно, там горы. Кажутся близко так. Машина откуда выехала, там дорога в аэропорт. Да. Все, выехали с теплого ключа. Температура минус 28, тепло. Так, ну все, сотый. На стояночку встанем, перекусим. Тут народу много.